поедем и помчимся на оленях утром ранним. Жители Тулы, Рязани, Кирова, Вологды готовы присоединиться к интинцам, чтобы вместе ворваться прямо в снежную зарю и своими глазами увидеть бескрайний север, став свидетелями яркого праздника оленеводов Тереп-Кер. Инициатива Матвея Юрьевича Туркова, директора совхоза «Большая Инта» в 1997 году, положила начало празднику оленеводов. С тех пор это событие, зародившееся с первых соревнований оленьих упряжек на поле в поселке Истудор, завоевало широкую известность и стало по-настоящему популярным. На протяжении 29 лет этот уникальный праздник неизменно радует жителей Инты и ее гостей, предлагая полное погружение в национальную и подлинно северную культуру с ее традиционными соревнованиями и колоритом. Во время прямой линии, которая состоялась на платформе общественной приемной главы Республики Коми по городу Инте, члены организационного комитета праздника Елена Моторина, заместитель руководителя администрации муниципального округа, Ольга Попова, начальник отдела культуры администрации, Вадим Крец, директор спортивной школы «Юность», Галина Терентьева, заведующий Дворцом культуры и техники, Наталья Канева, директор Центра культурного наследия и традиционного народного творчества, подробно рассказали о зрелищном мероприятии и ответили на вопросы интинцев. Здравствуйте. Я хотела бы спросить, когда и где будут проходить у нас оленьи бега, праздник оленеводов? В этом году по просьбе оленеводов Тереп-Кер состоится 13 и 14 марта. 13 марта в 18 часов в Доме культуры и техники зрителей ждет большой концерт «Сельские самоцветы». На сцене выступят самодеятельные коллективы не только из Интинского района, но и со всей Республики Коми. Это будет яркая демонстрация фольклора, песен, танцев и народных традиций. 14 марта, начиная с 12 часов, на площади Ленина и улице Горького развернутся захватывающие зимние оленеводческие игры. Зрители ждут традиционные состязания, включая метание тынзей на хорей. Тынзей – это вообще аркан по-нашему, по коми, да? А тынзей – это ненецкое слово. И вот этот вот тынзей будут бросать на хорей. Кто этим тынзеем ловят оленей? А хорей? А хорей погоняют оленей. Но так как мы тут же не можем оленей ловить тынзеем, поэтому национальный вид спорта называется тынзей на хорей. В рамках прямой линии от жителей Инты поступил вопрос относительно присутствия оленей на празднике. Здравствуйте. Конечно же, это праздник оленеводов, и олени будут обязательно. Причем олени будут как из оленеводческих хозяйств Инты, так и к нам приедут ненцы. Они уже к нам приезжали с семьями, очень красиво, нарядно одетые, и они выразили желание поучаствовать в нашем празднике. Праздник откроется регистрацией участников соревнований в 11 часов на площади Ленина. Самое захватывающее событие – мужские гонки на оленьих упряжках – стартует в 12 часов 20 минут. Маршрут гонок будет пролегать от магазина «Цветы», расположенного в районе площади Комсомольская, и пройдет по улице Горького до площади Ленина. С 11 до 15 часов на площади Ленина для всех участников мероприятия будет функционировать ярмарка с сувенирной продукцией и угощениями. Также будет организована возможность посетить настоящий ЧУМ. Ну, как и ежегодно, у нас обязательно будет работать ЧУМ. ЧУМ будет стоять на площади Ленина напротив администрации. То есть каждый житель сможет зайти, посмотреть убранство ЧУМа, как живут оленеводы, попить горячего чая, погреться, пофотографироваться, а потом пойти покататься на оленьих упряжках. Одновременно на главной сцене города состоится концертная программа «На оленях, как на крыльях». Тереп-Кер объединяет людей, укрепляя чувство общности и национальной идентичности, дарит новые впечатления и яркие эмоции. Праздник оленеводов обещает быть увлекательным для всех, и для взрослых, и для детей. Праздник будет интересен в первую очередь в этом году тем, что он будет в городе. Посмотрим, да? То есть все-таки на поле не все могли попасть, а тут в городе все-таки весь город может приехать, и гости всего города могут поучаствовать. Но для детей в первую очередь само знакомство с оленями, с бытом оленеводов, с традициями оленеводов. Вот это самое интересное. И в этом году, так как мы в прошлом году всю нашу молодежь обучили,
участвовать в спортивных, именно оленеводческих состязаниях. В этом году с 18 лет любой интине сможет принять участие в этих состязаниях. Это перетягивание палки, метание аркана на шест и прыжки через нарты. Да, то есть в этом могут дети... В прошлом году мы их натренировали, в этом году они будут уже участвовать. Так что приходите на наш праздник, будет здорово, будет колоритно. Ну и год села в Республике Коми, год единства в Российской Федерации. Это очень символично. Организаторы приглашают всех на праздник. Это создаст особую атмосферу и сделает день еще ярче.